Здравствуйте. Самое время говорить об интересных событиях и актуальных новостях. В студии Аслан Санакоев. И Диана Лалиба. Обсудим вопросы развития студенческого спорта. А также поговорим о попытках борьбы с амброзией. Мы начинаем наш выпуск. Студенчество – прекрасная пора молодости. Новый этап, новые знакомства и постоянная активность. А если удается совместить это со спортом, то вообще отлично. Этот вопрос стал ключевым для участников круглого стола в Северо-Осетинском государственном университете. На мероприятии обсудили развитие студенческого спорта, господдержку спортивных инициатив и многое другое. Встреча прошла в рамках спортивно-образовательных сборов Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. Участие в них принимают 80 студентов из разных регионов страны. Участниками круглого стола были проректор по образовательной политике и административной работе СОГУ Алан Кукаев, президент студенческой лиги борьбы Мурат Астаев, старшие тренеры сборных команд по вольной и греко-римской борьбе и не только. Но поговорим мы сегодня не только об этом, а в целом о том, насколько плотно взаимосвязаны студенческая среда и спорт в вузах Северной Осетии. У нас в гостях один из участников прошедшего круглого стола, директор студенческого спортивного клуба «Алания» Северо-Осетинского государственного университета имени Косталь Ивановича Хитагурова Анзор Макиев. Анзор, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Темой круглого стола было развитие спорта, вольной и греко-римской борьбы. Вот расскажите в целом, какие планы у СОГУ в этом направлении? Ну, начнем с того, что СОГУ уже сделало большие шаги в этом плане. У нас руководство всегда очень положительно настроено на развитие спорта. И вот, наверное, последний год, полгода, наверное, очень много прям серьезных шагов сделано. Один из них, это вот вы озвучивали, такого человека, как Мурат Астаев, президент Лиги студенческой спортивной борьбы. Надо отметить, это вообще студент нашего университета, закончил факультет физической культуры и спорта, сам в прошлом и боец, и борец, то есть человек, который не со стороны откуда-то пришел. У него была как-то идея создать вот подобную лигу. Это сложно делается, но у него получилось. И вот благодаря этому он сейчас по всей России возглавляет это движение, и параллельно он еще является советником нашего ректора по спорту, конкретно по спортивной борьбе. И вот благодаря Мурату у нас в свое время создали Центр спортивной подготовки на базе университета. Да. Его возглавляет Вячеслав Багаев, это известный тренер, очень хороший. И есть сборная университета по вольной борьбе, вот, которая на последнем чемпионате России студенческом, она заняла 2-е место. Причем там небольшое количество баллов у нас в общекомандном зачете разделялось с 1-им местом. И получается, что вот это на самом деле очень серьезный шаг. Также вот круглый стол, который у нас проходил, он проходил в рамках сборов сборной студенческой по спортивной борьбе. Это у нас, получается, она сейчас еще проходит. Там участвуют 2 команды, это по греко-римской борьбе классической и по вольной. И получается, обе эти сборные, они на базе университета уже 2-й год находятся. То есть там есть такая интересная фишечка, что это не просто тренировки, это еще образовательный процесс, потому что ребята получают там какие-то навыки, лекции у них проходят. То есть на самом деле это такой комплексный подход, и мы со своей стороны, вот как руководство университета, мы, естественно, создаем все условия, которые для этого есть. У нас также в университете во Дворце спорта имеется зал для борьбы, поэтому они и там тренируются. Им иногда надо бывает поиграть в футбол в рамках тоже их спортивной подготовки. У нас сейчас имеется вся необходимая инфраструктура, это 2 футбольных поля. Поэтому в целом мы готовы, и мы с удовольствием принимаем вот подобные сборы. Чуть-чуть, если можно подробнее, насколько я понимаю, спортивно-образовательные именно мероприятия, это принципиальная позиция. А что именно входит в состав? Там есть серия лекций, которая как раз касается каждого спортсмена. Это и менеджмент, это и механика тела, и там какая-то биология и так далее. То есть, на самом деле, вот даже можно на примере нашего факультета физической культуры и спорта посмотреть. То есть, там же готовят не просто тренера, да, там готовят полноценного квалифицированного специалиста. То есть, задача, чтобы человек, выходя с факультета, он обладал полным навыком знаний, да, то есть, вернее, полным спектром знаний. То есть, помимо того, что он должен
правильно там уметь тренировать, он еще должен понимать, из чего состоит наш организм, где надо остановиться чуть-чуть, там как-то почувствовать свое тело, услышать его. И вот как раз тут же идет сборная, да, и не факт, что все эти ребята, они учатся на факультетах вот с подобным профилем, да, там кто-то экономист, кто-то юрист. И подобные знания для спортсмена, они обязательны, ну, на мой взгляд. И как бы этого и придерживаются те, кто организовали вот сборы. Ну, это вот в частности Мурат Устаев. Программу составлял он вместе и с деканом факультета физической культуры и спорта. Ну, там целая команда работала, поэтому ну, подобные лекции, вот мы даже, почему в этом году опять это решили сделать, именно вот подобный формат образовательный. Да. То есть, ну, естественно, собирали обратную связь в прошлом году, и те ребята, которые проходили эти сборы, они прямо это отметили. То есть, ну, многие отметили, что прям не хватало подобного. То есть, понятно, ты тренируешься, понятно, тебе и тренер какие-то вещи объясняет, да, там, касательно твоего организма, но намного лучше, когда тебе это объяснит специалист. Но также там то, что важно, я думаю, в любой сфере, это и менеджмент, и продвижение тебя как борца. Ну, то есть, Однозначно, это да. тоже в медийном пространстве, особенно в наше время. То есть это очень важно. Да, безусловно, вот эти спортивно-образовательные сборы, они расширяют возможности и кругозора студентов. И вот в этом ключе интересно, планируется ли проводить их и по другим дисциплинам? Вопрос сложный. Мы с удовольствием бы такое делали, но вот тут это большие финансовые затраты. Тут, опять же, через вот эту студенческую лигу, благодаря Мурату, удалось там выбить какое-то финансирование, и это получилось. То есть мы на самом деле всегда открыты для подобных предложений. То есть если будет возможность подобные масштабы осуществлять, мы их, естественно, будем. Но в целом мы там, естественно, не ограничиваемся только сборами. Это в любом случае турниры, как внутриуниверситетские, так и региональные, с дальнейшим выходом на российские соревнования. Потому что существует сейчас в студенческом спорте система, единая система соревнований, она как раз сейчас тестируется. Ну, уже какие-то этапы проходили, но вот с каждым годом она, наверное, можно сказать, закрепляется. Поэтому вот у нас есть определенный вектор развития, и мы, в принципе, стараемся идти по нему. А вот этот вектор выбрали потому, что борьба наиболее актуальна для Осетии? Ну, не совсем. Просто, я думаю, Мурат, наверное, как патриот своей земли, своего университета, он все-таки старается заманить ребят сюда. Но на самом деле тут надо еще же условия оценивать, да? То есть, допустим, если мы определяем критерии, что там нам нужна база, нам нужен университет, который это проведет, нам нужно вот это, и там посмотрели, и Владикавказ, он, в принципе, по всем этим целям подходит, в частности, наш Северо-Осетинский госуниверситет, поэтому, ну, тут как бы все совпало. Ну, и, естественно, это желание абсолютно всех, и руководства университета, и тех, кто рассматривал здесь эту возможность, и те, кто принимал решения. То есть там, на самом деле, очень много людей этим занимались, за что, ну, всем, естественно, большая благодарность. Так что, ну, мы в целом всегда настроены положительно. Хочется поговорить немного и про спортивный клуб «Алания». Открылся он совсем недавно, в начале апреля. Вот, расскажите, пожалуйста, о сегодняшней его деятельности. Сегодняшняя деятельность – это лето, а это спортивный клуб, поэтому большинство ребят, они сейчас находятся на форумах. На самом деле, я это отмечаю как положительный аспект, потому что они все равно молодые люди, они формируются, развиваются, и вот как раз, ну, по себе могу сказать, да, можно учиться очень много лет, но если ты не выезжаешь и не общаешься с людьми, опыта не наберешься. То есть самый важный опыт, который мы можем получить, это только в процессе общения. Как раз они этим и занимаются сейчас. Часть из них повезла проекты свои какие-то. То есть, естественно, мы надеемся на грантовую поддержку своих мероприятий. А так, если рассматривать, вот, допустим, чем клуб занимался с момента его создания, Да, 7 апреля, ну, проводили внутриуниверситетские турниры, то есть задача на второе полугодие учебное, да, этого года, оно было именно нащупать такую, так сказать, спортивную обстановку в университете. То есть понять, какое количество желающих вообще заниматься спортом есть, по каким видам спорта. Ну, мы провели основные, самые популярные, это футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. И вот мы чуть-чуть не успели шахматы. Но не успели, потому что у нас уже на лето это все попало. Ну и как бы параллельно еще были определенные мероприятия. Но в целом я считаю, что справились с этим успешно. Естественно, сделали определенные выводы, но это было очень важно, потому что сейчас все лето мы как раз готовимся именно к началу нового учебного года.
уже с полным пониманием того, как это правильно организовать, с кем его организовать, что нам надо. Ну и как бы вот так. Ну, можно сказать, что во время каникул работа тоже ведется. Да, не то, что можно сказать, она ведется. Просто понятно, что студенты чуть меньше в этом задействованы, но все равно задействованы. То есть у нас просто, они же не просто так активисты, да, то есть часть у них уехала, из них, вернее, уехала, вот как я сказал, на какие-то форумы, часть из них поехала в детские лагеря вожатыми, ну, то есть все где-то. И, ну, на самом деле, я же говорю, я на это всегда положительно смотрю. Потому что, я думаю, если там второкурсник, первокурсник поехал куда-то вожатым, он уже за кого-то берет ответственность. Ну, вернуться сюда и смогут уже там за мероприятие взять ответственность. То есть это очень важно. Отлично. А вот получается ли у студентов совмещать спортивную нагрузку, да, с обучением? У них нет других вариантов, могу сказать так. Потому что у нас руководство университета очень четко это обозначает. То есть вплоть до того, что у нас периодически бывают походы массовые, и у нас прям строго-настрого мы никогда не идем в будний день. То есть тут есть две стороны медали. То есть, с одной стороны, там, я как человек, как сотрудник университета, в выходной день я как бы хотел бы отдохнуть, да. Но с другой стороны, ну и как бы студенты тоже, да, они типа, ну, зачем выходной, вот в будни нас поведите. Но как бы мы понимаем, если мы это делаем в будни, мы нарушаем образовательный процесс. Плюс у нас еще позиция такая, вот, допустим, все активисты спортклуба, то есть мы обязательно их проверяем, ну, проверяем как, спрашиваем, берем рекомендацию в деканатах, то есть, допустим, там, я скинул как-то список, у нас там есть общий чат с замдеканами. Я скинул список в факультет и написал, вот есть такие ребята, если по кому-то есть возражения, пожалуйста, озвучьте. Почему такое делается? Потому что часто бывала практика раньше, что студент может быть классным активистом, но при этом ну, негативно себя проявлять в учебе, допустим, да, не посещать пары. Ну, естественно, вопросы возникают, кого мы поощряем. С одной стороны, конечно, хочется защищать таких ребят, с другой стороны, ну, твоя первая обязанность – это учиться. Как бы университет, он для этого. А все остальное – это второстепенное. Поэтому мы в этом плане максимально стараемся, чтобы не нарушали. А вот в целом при положительной характеристике в клуб может попасть любой желающий? Любой желающий, да, но, естественно, какая-то у нас сортировка тоже идет. Ну, не так, что это там... Жесткие условия, да? Да, ну, я всегда считаю так, ребят надо проверять в деле. То есть там мы оцениваем по каким-то качествам, там анкетирование проводим, ребята приходят, там ставим какие-то задачи и так далее, смотрим. Ну, на мероприятиях уже бывает понятно, кому интересно, кому нет. То есть это первый критерий, наверное, а все остальное, оно плавно нарабатывается. То есть уже можно будет понять, человек это там для галочки делает. Но опять же, если он делает для галочки и работает, ну как бы ноль вопросов, да. Но если он так рисуется, да, так сказать, то, конечно, возникают вопросы, потому что нам нужен высокий КПД, потому что объем работы большой, а не то, чтобы там просто появиться, обозначиться и как бы вот он я с вами. Вот при таких условиях можете, так скажем, исключить из клуба? Можем, конечно. А если ну, несколько шире взять и поговорить именно про цели клуба? Вот не на год, а вот в целом Глобально? масштабнее, глобальнее, да. Ну вот смотрите, есть две крупные организации всероссийские. Это Ассоциация студенческих спортивных клубов России, которая в 2013 году появилась, и Российский студенческий спортивный союз, Буревестник. Ну, это вообще очень такая старая организация, она еще в советские времена была. И сейчас у нее такая новая жизнь, причем очень такая качественная. И вот эти две организации, они сейчас в России задают тренды студенческого спорта. И на самом деле вот именно вот этот вектор развития, он нацелен на них. То есть раньше была основная задача у нас именно развитие массового спорта. То есть логика какая была? Ну, сборники, они всегда и так выступают везде. И если ты, допустим, даже в рамках университета проводишь соревнования, то часто бывает такая несправедливость. Там, допустим, футбол мы берем, да? Там какие-то профессионалы и просто ребята, которые хотят поиграть в футбол. Ну, там понятно, да, чем это закончится. Естественно, стимул у ребят падает. И мы на первых порах раньше, ну, это в 2014 году, мы делали так, что у нас прям четкие критерии были прописаны, типа профессионалы не могут быть, еще кто-то, разрядники, ну, там по разным видам спорта. И тем самым мы создавали такие, ну, соревнования для масс. То есть наша задача была, чтобы больше людей занимались спортом систематически. Сейчас вектор сильно меняется, потому что у нас появился такой хороший ориентир на Запад, хороший, я отмечаю, потому что, ну, колесо изобретать не надо, да, есть хороший опыт там в Штатах те же.
именно по развитию студенческого спорта. И я думаю, его надо брать как бы в расчет. Ну и вот хочется, чтобы наши спортсмены, они были и популярными, и узнаваемыми. И чтобы, ну вот представьте, есть детский спорт, есть студенческий спорт, есть взрослый спорт. Получается, студенческий спорт это такой, ну, серединка, да, между детским и профессиональным. Но по факту у нас есть многие ребята в университете, которые, будучи студентами, уже профессионально выступают там, на чемпионатах России, на чемпионатах мира. Поэтому тут задача именно вот поддерживать в том числе спорт высоких достижений, создание лиг, создание, вот как я говорил, системы соревнований. То есть я лично, ну и в целом вот ассоциации, они не смотрят на все галочно. То есть разовые мероприятия – это хорошо, все повеселятся, всем здорово, но нужна же система. То есть наша задача, чтобы студенты систематически занимались спортом. Что для этого надо? Лига – это идеальный вариант. То есть если ты создаешь условия круглогодичные, и у студента есть возможность круглый год заниматься спортом, то есть ты на самом деле закрыл многие потребности ну, вот именно в развитии физической культуры и спорта. Поэтому вот одна из таких задач – это вот именно это. Хочется теперь к более предметным уже вопросам подойти. В СОГУ есть множество студентов, которые спортом занимаются не на любительском уровне, а профессионально. Каким-то образом их вуз поддерживает? Или, ну, может быть, это какие-то дополнительные тренировки, стипендии, медицинское, может, обслуживание какое-то? Вуз поддерживает, но тут с разных сторон идет поддержка. Начнем с Министерства образования. Так. Благодаря нему у нас есть стипендия повышенная, но она есть не только для спортсменов, она называется в целом там стипендия, повышенная стипендия, и там есть категории. Одна из категорий – это спортсмены. И вот как раз, если ты спортсмен с определенными достижениями, ты имеешь право получать эту стипендию. То есть это одна поддержка. То, что касается там других спортсменов, ну, разово бывает там у нас до этого. В прошлом году, по-моему, тоже подводили итоги года. Ректор лично вручал какие-то премии спортсменам, которые за год там какие-то достижения получили, какие-то медали и так далее. Да, у нас есть, допустим, вот то, что рассказывал, сборная команда по вольной борьбе, да, студенческая, они там на определенных условиях учатся. То есть у них есть специальный график обучения для того, чтобы ему было удобно совмещать с тренировками. У них есть там какое-то, может быть, приоритетное проживание в общежитии. Ну, то есть вот определенные условия, которые мы можем создавать, не ущемляя кого-то другого, мы эти условия создаем. Но, опять же, тут всегда это комплексный подход должен быть. Нет такого, что в ВУЗе очень много денег. Их всегда мало, даже если там будут сыпать золотом. Их мало, потому что мы всегда понимаем, на что их можно потратить, как можно благоустроить там что-то. Поэтому в целом, ну вот, если какие-то мы находим формы поддержки, мы их стараемся задействовать. Приятно. Коротко тогда о взаимодействии спортивного клуба с какими-то сторонними организациями, насколько знаю, ну, тот же Мамисон. При открытии клуба, получается, студенты, по-моему, около 50 ребят спустились по одной из горнолыжных трасс, одетые в цвета российского триколора. Да. А с кем еще взаимодействуете? Ну, с Мамисоном мы уже плотно взаимодействуем, потому что им тогда это понравилось, и нам тоже. Ну, опять же, для нас создали тогда условия, то есть мы к ним обратились. Ну, там начнем с того, что я на Мамисоне сам работаю тоже. То есть я там старший инструктор по лыжам. И получается, что как бы, когда мы придумывали, как открыть, мы так переживали чуть-чуть, потому что ну, на лыжах студенты, на лыжах, на бордах мало кто катается именно хорошо. И мы думали, а как мы выбирать вообще будем? Ну, как-то выбрали. Суть в том, что нас очень сильно поддержал курорт Мамисон в плане того, что и определенные условия создали, то есть и разрешили провести, и там нам скипасы вообще по рублю сделали. Ну, то есть на такое количество студентов мы бы эти скипасы просто не набрали бы нигде. Дорого. Такого финансирования у нас не было. Да, ну и вот дальнейшее взаимодействие у нас тоже выстроилось. То есть у нас есть договоренности по проведению различных мероприятий совместных. То есть мы прям ждем всегда звонка, когда нас пригласят, и мы с удовольствием поедем. Когда у них бывают какие-то, вот даже недавно был этот концерт наверху, который симфонический оркестр тоже приглашали. Ну, то есть в целом это выстраиваем. Недавно мы подписали еще договор с администрацией города, но не конкретно с администрацией, а с управлением по молодежной политике, физической культуре и спорту. По-моему, вот так правильно она называется. Заур Айларов там
Он тоже нам помог недавно, ну вот вся их команда. То есть у нас есть ежегодный волейбольный турнир имени Айдарова, и они как раз выделили там определенную сумму для проведения этого турнира. Опять же, мы всегда вообще за такое сотрудничество. Мы готовы проводить, если вы готовы платить, мы вообще с удовольствием. Не, ну, взаимодействие, оно же разное бывает. То есть кто-то готов так поддерживать, кто-то готов поддержать каким-то мероприятием, инфраструктурой. То есть мы на самом деле рассматриваем все. Как я уже говорил там про ассоциацию, про Российский студенческий союз, ну, это обязательная форма, потому что, на мой взгляд, современный студенческий спортивный клуб без этих двух организаций вообще не может существовать. Ну, это ты просто в холостую работаешь, непонятно для чего, непонятно для кого, с кем ты взаимодействуешь, тоже непонятно. Ну, то есть, на мой взгляд, это очень важно. Опять же, по опыту какому-то говорю. Взаимодействуем мы с Баварией, потому что Бавария нам очень сильно помогает в плане воды. То есть, ну, сами понимаете, сколько воды надо на спортивные мероприятия. Ну, да. Очень щедро они нам помогают в этом плане. Отдельная благодарность тоже. Поэтому, ну, вот в целом там какое-то количество партнеров у нас появляется. И вот, наверное, такой завершающий вопрос. Есть ли в других вузах подобные клубы и происходит ли каким-то образом взаимодействие, может быть, обмен опытом или соревнования? В вузах клубы есть, форма у всех разная. Ну, я думаю, мы сейчас, в силу того, что как бы мы сами формат свой чуть-чуть поменяли, мы будем там общаться с другими клубами на предмет того, чтобы, ну, может быть, они бы тоже пересмотрели, если им это интересно. Опять же, мы не вправе их там не заставлять, мы можем только предложить, там, подсказать с нашей стороны какую-то помощь. Взаимодействие у нас и так имеется. Ну, оно на самом деле взаимодействие между вузами всегда было. То есть на разных уровнях. Раньше это были уровни кафедр физической культуры и спорта. Когда появились студенческие спортивные клубы, уже подобное взаимодействие начало выстраиваться. Ну, у нас на самом деле и в Горском аграрном университете, и в СКГМ, и в медакадемии. Ну, мы со всеми работали. Там, допустим, недавно у нас с СКГМИ было интересное мероприятие. Я его назвал «Чемпионат мира по футболу», хотя изначально оно, ну, вообще другой формат несло. То есть нам предложили сделать дружественные встречи по две команды с иностранцами. ГМИ и СОГУ. Ну, на базе нашего университета. У нас там 2 футбольных поля, и мы как бы там сделали. Мы сделали, всем очень понравилось. Ну, мы его назвали «Чемпионат мира по футболу». Это как раз вот в преддверии было чемпионата. Там у иностранцев азарт просто страшный. Там они кричали «Ират Таражма», они друг друга подначивали, там СОГУ, ГМИ, ну так, по-хорошему. Потом уже на базе ГМИ это все проводилось. У нас мини-футбольные поля, у них большое поле, там тоже играли. Ну, то есть подобное взаимодействие. Там медакадемия, она нас приглашала до этого на там, тактическую стрельбу, на шахматы. Ну, то есть соревнования всегда проходят. В ГГУ у нас был турнир по вольной борьбе среди студентов. Ну, то есть, на самом деле, эта работа идет, но, я думаю, мы можем больше взаимодействовать и намного качественнее. Ну что ж, Анзор, мы благодарим вас за беседу, ждем вас снова и желаем высоких достижений в спорте. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Ну, а у нас реклама на телеканале. Оставайтесь с нами. Всегда актуальный вопрос для Северной и Южной Осетии – Транскавказская автомагистраль. Буронский тоннель капитально отремонтируют. В работах задействованы 30 специалистов и 12 единиц техники. Буронский тоннель – одна из самых важных частей Транскама. Его протяженность 270 метров, а главная особенность – расположение. Туннель находится на участке трассы, где сейсмическая активность особенно высока. Высокая интенсивность движения. В сутки по этому участку дороги проезжает 7,5 тысяч автомобилей, что создает внушительную нагрузку. Напомним, Транскам – единственная дорога между Россией и Южной Осетией, поэтому возможность безопасного проезда особенно высока. Будьте внимательны, сейчас на дороге организовано реверсивное движение. Специалисты уже заканчивают демонтаж старого покрытия дороги. Завершатся же работы до конца 2027 года. А подробности уже выяснили наши коллеги. Смотрим. Мы начали работу в январе месяце. Сначала сделали экран, чтобы попутные машины, чтобы не задерживать, чтобы машины тоже проезжали и параллельно вести внутри конструктивные и временные работы. В данное время мы завершаем уже на левой стороне временную обделку
Это имеется в виду набрызг, бетон, плюс установка арма-арок. Это мы завершаем. И начинаем конструктив уже. Конструктив – это чистовая отделка. Мы начинаем. И, соответственно, порталы. Что южный портал, вот с этой стороны, который мы наращиваем на 5,4 метра. И северный портал. Будет обновление, будет фасадную стену будем наращивать, там парапет. До конца 2027 года мы, я думаю, завершим объект. По основанию еще надо будет понижаться вот от существующего асфальта. Мы понижаемся на примерно 1,5 метра в среднем. Цементацию мы уже прошли. Цементацию мы в феврале и в марте месяце закончили. Существующие отделки, дополнительную цементацию. Ведем также водопогашение. Водопогашение – это смолизация. Закачиваем химию, скальную поверхность за обделку и этим самым отводим воду. Водители получат современный, долговечный, а главное, безопасный тоннель. Но на этом приятные новости не заканчиваются. Новая мера поддержки введена для многодетных семей. Теперь часть расходов на обучение в колледжах и техникумах будет компенсироваться. Ребята, получающие среднее профессиональное образование на коммерческой основе, смогут возместить 20% от стоимости годового обучения. Сделать это можно после завершения учебного года. А подробнее о том, как реализована мера поддержки, узнали наши коллеги. Внимание на экраны. В феврале 2026 года постановлением правительства нашей республики принят нормативно-правовой акт, который регулирует компенсацию платы за обучение в средних специальных профессиональных образовательных учреждениях. Сумма компенсации составляет 20% от стоимости годового обучения. Право на нее имеют многодетные семьи в установленном порядке, которые получили удостоверение многодетной семьи, которые подтвердили расходы на оплату обучения в среднем специальном профессиональном учебном заведении. В целях получения компенсации по платному обучению необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства не позднее 30 ноября предыдущего учебному году. То есть, если молодой человек обучался в период 25-26 год, то до 30 ноября он должен обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства, если он достиг 18 лет. Если он не достиг совершеннолетия, то в его интересах обращается родитель, законный представитель. Необходимо представить удостоверение личности, удостоверение многодетной семьи, договор об оказании платных услуг и, конечно же, платежный документ. Также необходимо представить расчетный счет, на который будут зачислены средства. Компенсация в 20% от суммы годового обучения – это приятно. А вот 18,5 тысяч нарушений ПДД в республике – это, простите, неприятно. Кроме того, из всех нарушений госавтоинспекция зафиксировала 69 фактов управления автомобилем в нетрезвом состоянии. 53 раза зафиксировали автомобилистов, не имеющих водительского удостоверения. Или вовсе лишенных права управления транспортным средством. Ну и без малого 116 раз на этой неделе жители и гости республики выезжали на встречную полосу. Вот как на это реагировать? Мы спросили у жителей и гостей Северной Осетии о культуре вождения. Давайте вместе посмотрим. Хотелось бы лучше, конечно же, но не все так плохо, как многие бы, наверное, подумали. Я доволен, хотя я в Осетии буквально час, наверное, времени, но я заметил, что пешеходов пропускают. У меня сейчас не было никаких проблем, да, я вполне доволен. Я вожу сам машину, бывают ситуации, когда люди уступают дорогу, стараются быть вежливыми на дорогах, какое-то понимание друг другу проявить и так далее. Но если в целом говорить про правила дорожного движения, наверное, тут есть проблемы. Я относительно недавно получил права, выучился в автошколе и понимаю, что очень тяжело водить машину по тем правилам, которыми тебя учили в автошколе, просто потому что все остальные в городе в большинстве своем этими правилами
ими не пользуются. Это касается и поворотников, и правил парковки, и всего остального. Не возникает никаких сложностей, не возникает проблем, пешеходов пропускают, уступают дорогу. В целом довольны, все хорошо. Довольна, очень довольна. Мне очень нравится здесь. Пропускают пешеходов, никогда никаких проблем не возникает. Водители уступают дорогу, на пешеходных переходах пропускают, никто не сигналит. Как водитель я не знаю, потому что сама не ездила. Как пешеход меня все устраивает. Культура прям на высоте, молодцы. Не страшно переходить дорогу. Все спокойно, тихонько, размеренно. Культура вождения, конечно, у нас страдает. Очень тяжело пешеходам, потому что нарушения происходят. Как и пешеходы нарушают, конечно, также нарушают и водители тоже. Культура вождения для республики – вопрос неоднозначный. Мнения, как мы могли наблюдать, разнятся, но сейчас не об этом. В Беслане продолжается строительство детской художественной школы. Сейчас специалисты выполняют внутренние работы – отделку помещений, монтаж инженерных сетей, вентиляции и систему пожарной безопасности. Школа будет просторной. Площадь нового объекта составляет примерно 2600 квадратных метров. На территории будут созданы все условия для занятий живописью, декоративно-прикладным искусством и другими направлениями. Кроме того, в здании предусмотрен выставочный зал. Новая художественная школа в Беслане появится благодаря федеральному проекту создания условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Новостей у нас много, но пора прерваться на рекламную паузу. Не переключайтесь. Август – месяц, который одни ждут с нетерпением ради долгожданного отпуска и последних теплых вечеров, а другие с ужасом, потому что для них это начало изнурительной борьбы буквально за каждый вздох. В воздухе витает невидимая угроза – пыльца амброзии, одного из самых агрессивных растительных аллергенов. Достаточно нескольких зерен на кубометр воздуха, чтобы у человека с предрасположенностью начались симптомы простуды. Какая работа ведется для того, чтобы обезопасить горожан? Должны ли штрафовать владельцев частных участков, заросших сорняком? И есть ли вообще эффективные методы искоренить агрессивный аллерген? Об этом поговорим в студии. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Анжела Казбековна, как человек, который сам в последнее время неожиданно страдает аллергией, как правильно себя вести в период цветения амброзии? Спасибо за вопрос. На самом деле я страдаю аллергией с 12 лет, и сейчас я не страдаю аллергией, потому что я именно поэтому стала аллергологом, чтобы помочь себе. Начинается период цветения примерно в начале августа, и сейчас идет пиковая концентрация пыльцы. И как обезопасить себя каждому пациенту, это в первую очередь не выходить на улицу. Мне всегда очень тяжело об этом говорить пациентам, особенно детям, потому что это самый прекрасный период. В принципе, он должен быть не дождливым у нас. И это период перед школой. Сказать «не выходи на улицу» — это очень больно и жалко детей. Но на самом деле, когда мы закрываем окно, когда мы сидим дома, то мы меньше вдыхаем пыльцу, и тогда становится нам намного легче. И даже вот те пациенты, которые услышали меня и закрыли на ночь окно, они уже смогли спать до утра. Почему так происходит? В 4-5 утра начинается активный выброс пыльцы. Они все просыпаются прямо в одно время и мучаются. И вот эти утренние часы для них самые тяжелые. Когда они закрывают окно, они хотя бы могут поспать. И просто механически, не удаляя пыльцу, там, смывая там, со слизистых носа или не вдыхая пыльцу, конечно, становится легче. Да, препараты назначает врач, но чем меньше мы контактируем с пыльцой, тем легче переносится этот период. Вот Ацамаз Аланбекович, а когда начинают косить амброзию? Значит, что касается именно амброзии, мы эту проблематику начинаем поднимать уже весной. Мы проводим огромную работу, но я буду сейчас говорить только за правобережный район. Правый берег города Владикавказ. Да, я отвечаю за работу по правому берегу. И мы начинаем прорабатывать с предприятиями, с организациями, с населением. Мы на самом деле вот заранее хотим до людей донести, что вот как сейчас сказали, действительно, у меня лично отец очень долго страдал этой заразой, да, и поэтому для меня это известно, и я очень сильно
всегда подхожу не потому, что я чиновник, да, а потому что я в первую очередь человек. Я понимаю, как люди мучаются, я сам это насмотрелся этого, поэтому максимально хочется людей призвать, чтобы они, когда до цветения времени бывает достаточно, да, активно, чтобы принимали участие. Я хочу поблагодарить, пользуясь случаем, все вузы, СУЗы, которые у меня находятся на правом берегу города, когда еще студенты не ушли на каникулы. Конечно, небольшая часть, но какие-то студенты еще бывают в это время, когда амброзия еще бывает небольшого роста, мы организовываем различные мероприятия, собираем его, и не только студенты. У нас есть на постоянной основе осужденные к обязательным работам, и мы огромнейшую работу проводим на самом деле. Вот у меня на официальной странице висит объявление, и мы призываем жителей, ну, мало ли, там, бабушки, дедушки, кто-то не может эту амброзию скосить, телефон обозначен, звоните, мы незамедлительно выйдем и примем активное участие в ее ликвидации. Мы, знаете, вот если у нас время позволяет, эфирное, да, вот буквально недавно, неделю назад примерно, мы по району вот максимально отработали, максимально где можно и нельзя было, и переключились на Восточное кладбище, да. И решили на Восточном кладбище тоже вот максимально, где могилы, которых ну, очень много, да, и заросли амброзией. И я организовал субботник. Вывесили объявление везде, на всех страницах, и перед кладбищем. Ни один человек не пришел. То есть нас было 45 человек. Мы там действительно, вот завтра, кстати, мы проводим повторный субботник еще раз там же. И окончательно там все наведем порядок. Но когда делаем призыв, обращаемся к предприятиям, понимаете, когда частное предприятие, частная территория, мы же не можем зайти там тоже косить амброзию, траву и так далее, поросли, там сорную растительность. И обращаемся к руководителям предприятий, организаций крупной территории, покосите вашу территорию, потому что вот люди страдают действительно, а людям кажется так, это в моем дворе, ничего страшного. Так пыльца же она переносит, очень ветром далеко же ее переносит, правильно говорю? Да, верно. Ветром переносит, и страдают наши жители. И это надо понимать. Мы как один дом должны друг друга в этом понимать и поддерживать. Поэтому огромную работу на самом деле мы проводим. И вот обращаюсь к жителям Иерихонского промышленного районов, если где-то есть произрастание амброзии, 700349, звоните, мы оперативно, мои ребята выйдут и наведут порядок, устранят. И я бы еще сказал отдельное спасибо. Есть у нас вот одна компания, я не хочу, пользуясь случаем, никак рекламировать, да, но поблагодарить компанию Ринго, которая нам активно тоже помогает специальными препаратами. И сами приходят, участвуют, где произрастание амброзии, и поливают вот специальной жидкостью, чтобы она больше не произрастала. Да. И сейчас мы эту работу дальше, мы сейчас тоже сами это закупаем, и будем эту работу также дальше проводить. Вот, Ацамаз Аланбекович, у нас сейчас есть возможность пригласить наших зрителей на завтрашний субботник. Давайте сделаем еще одно небольшое объявление. Во сколько и завтра где? Субботник, Восточное кладбище, начинается в 10 часов начало. Мы собираемся там 9:30, но начинается в 10 часов. И там будут и косари будут, и наши ребята все будут. Ну, человек 50 там точно будет. И опять завтра будем максимально проработаем, чтобы там в округе, где возможно, где максимально возможно, там, понимаете, есть такое разделение, есть где-то поля чьи-то, да, там, то есть мы туда, конечно, не пойдем, да, но вот на кладбище мы максимально завтра постараемся, возможно, где возможно, куда возможно зайти, где возможно покосить, где возможно навести порядок. Вот в прошлый раз мы субботник провели, и мы туда вывезли порядка 5 машин вот этой сорной растительности, в том числе амброзии. Нечто просто. Руслан Сергеевич, если непосредственно говорить про управляющие компании, как они борются с сорняками в пиковый сезон? Ну, если можно немножко шаг назад сделать. Давайте. То, чем занимаются, в принципе, управляющие компании. В общем, собственники помещений владеют и многоквартирным домом, и своей прилегающей территорией. Бремя содержания лежит на собственнике. И финансовое, и техническое. Их задача нанять управляющую компанию, либо сформировать ТСЖ, и за свои деньги поручить вместо себя делать свои функции в этом многоквартирном доме.
После факта заключения договора управления, там есть регламент, вот у нас где-то 4-5 покосов, которые начинаются перед майскими праздниками, там до 15 сантиметров должно быть на территории, которая относится к дому, высота травы. Ну, в принципе, все управляющие компании это выдерживают. Вопрос часто бывает к тем домам, у которых либо бесхозные, либо нет управляющей компании, нет ТСЖ, либо они вообще не многоквартирный дом. Потому что, я думаю, мои коллеги с этой задачей справляются, нам и префектуры помогают, и мы префектурам помогаем по мере возможности. Потому что мы в интересах собственников помещений и их средствами нанимаем со стороны специалистов, которые на конкретные немаленькие деньги эту работу выполняют. Поэтому у нас заказчик – собственник помещения. То есть мы ему подчинены и финансово, и технически. А вот жалобы поступают, например, вот от жителей в управляющую компанию? Ну, часто, если бывает жалоба на территорию, относящуюся к многоквартирному дому, она локально сразу решается. Вопросы в основном возникают к примыкающим территориям, которые не относятся вот именно к многоквартирному дому. То есть, согласно публичной кадастровой карте, за каждым домом закреплена определенная территория. И только в рамках этой территории отвечает собственник, который свои обязательства, как я сказал, поручил управляющей компании. А, к примеру, у нас вот заготовлен вопрос еще по этой теме. Если, например, на территории частной собственности растет амброзия, и человек очень халатно к этому относится, какие-то штрафные санкции можно применить? Ну, это больше к властям вопрос. Нет, конечно, штрафные санкции можно применить, но там такая незначительная сумма штрафа составляет, что пока процедура там 500 рублей штраф. Поэтому, и, видимо, и собственники вот этих всех земельных участков, они, наверное, чувствуют свою безнаказанность, конечно. Но самое, знаете, что интересно, мы у каждого, наверное, есть знакомые, родственники, друзья, кто этим страдает, да, и мы, когда говорим о том, что не дать амброзии произрастать, когда во время до цветения, когда она еще бывает небольшого роста, ее можно легко с корневой системой убирать, и если эту работу проводить, если каждый человек хотя бы буквально 10 минут будет потратить на это дело, благое дело, да, то, я думаю, гораздо сократится работа и для наших служб и так далее, да, чтобы мы больше времени уделяли уже каким-то другим участкам. И поэтому когда-то я выступал в парламенте и предлагал другой вариант сбора амброзии за деньги. Я помню. Да, помните, да? Я такое предложение внес, и вроде его приняли, но на этом дальше все осталось. То есть объявить сбор амброзии за какие-то там, не знаю, какие-то деньги небольшие, да, то есть чтобы это было интересно этим людям, кто это будет заниматься, собирать, и в то же время и завтра же больше на лекарства потратим, правильно? Поэтому, я думаю, сделали бы так, что организовали эту работу. Я думаю, может быть, к этому и придем, посмотрим. Я думаю, что это будет правильно, потому что все равно массово так ее не искоренить. Поэтому вот эти люди бы ходили, собирали бы ее, а всю остальную часть мы бы ликвидировали, Давайте устранили. Еще раз на всякий случай обозначим, на случай, если кто-то не успел записать. В случае, если в правобережный район можно позвонить по номеру телефона. Периодически путают. Правобережный район – это не Беслан. Правый берег города Владикавказ. И Ростовский промышленный район. Вот, именно. Можно позвонить по номеру телефона 87, плюс 7 867 270 03 49. Номер телефона есть сейчас на наших экранах. Пожалуйста, имейте в виду. Очень важное дело. Спасибо, Аслан. Вот, Анжела Казбековна, по статистике число аллергиков в Осетии, оно увеличивается или сокращается? Потому что работа проводится большая. На самом деле, я могу сказать, улучшение чувствуется. Это правда. И вы прям вот мои мысли, я хочу это озвучить, и думаю, как же это сказать? И вы все это озвучили, что действительно убирать амброзию легче в июле, когда еще нет пыльцы. Сейчас, когда будет скос, будет обсеменение новое. Да, это вообще, к сожалению, да. Это растение легко убрать. Оно, в принципе, однолетнее. Только надо на этапе еще до того, как она выбросила пыльцу. И я сама, вот огромный двор, общественный двор, я тоже призывала, я делала флешмобы, выходила только я одна.
И надевала перчатки, так как я сама аллергик. И просто после дождя она очень легко действительно вынималась. И я за год-два полностью искоренила это растение в этом дворе. То есть где вокруг было, ее вокруг моего дома точно нет. Но я замечаю, что действительно работа проводится, стало легче. И вообще год на год не приходится. То есть бывают периоды, когда много пыльцы. Например, если бы был бы сухой сейчас период, было бы очень много аллергиков, и было бы тяжелое течение, вплоть до астматических приступов. Но на самом деле сейчас пациентов намного меньше, чем в прошлом и позапрошлом году. Это я точно могу отметить. Анжела Казбековна, а почему одни реагируют на пыльцу, а другие нет? Вообще аллергия, это многие говорят: доктор, помогите, пожалуйста, у меня низкий иммунитет. На самом деле это гиперактивный иммунный ответ. Это извращенный взгляд иммунной системы на что-то нормальное. Ведь пыльца амброзии или любого другого растения или продукта питания — это всегда белковая структура. И вот мы белок. Вот в пыльце есть белок, который мы вдыхаем, и на него вырабатываются антитела. И это уже извращенный тип реакции иммунной системы. И у одних почему это возникает, у других нет? Во-первых, есть предрасположенность. Это более генетическое заболевание. Если покопаться, то мы видим, что в семье страдает 1-2 человека или уже идет по наследству. Если оба родителя страдают аллергией, то 75% уже риска того, что у детей будет аллергия. Если один из родителей, то 25%. Если мама выбрала путь, например, не по врачебным показаниям, а сама вот решила родить кесарево, отказаться от грудного вскармливания, дома она гиперстерильна, она боится, что какие-то бактерии все там хлоркой обрабатывает, переглаживает. Это формирует предрасположенность к аллергии. И поэтому аллергия — это цена цивилизации, понимаете? Поэтому если человек вырос в селе, он там и в хлеву был, и с животными, и грязный гулял, это даже лучше. То есть это формирует хороший микробиом в кишечнике. И даже вот если у тебя генетически есть предрасположенность, нет переключения этого иммунного ответа в сторону аллергии. И его условия получаются лучше, чем у бедного стерильного ребенка. Очень интересно, будем иметь в виду. Ацамас Саламбекович, в качестве основного метода борьбы используется обычно покос. А какие-то еще методы применяются в правобережном районе города? Ну, знаете, вот сейчас мы в прямом эфире. Я больше чем уверен, завтра комментаторы будут, которые будут освещать, и будут вот администрация. Все на администрацию сваливать не надо, бывает. Понимаете, мы достаточно, довольно-таки огромнейшую работу проводим с населением и доводим до населения ту проблематику, которую вот озвучили сейчас, да. И когда мы собственникам, повторюсь, да, это сказал, еще раз повторюсь, когда мы с собственником каких-то земельных участков разговариваем, когда мы говорим: сделайте вот так, да, и этого не происходит. Ну, никаких мер, конечно, мы предпринять не можем в отношении частного земельного участка, частных каких-то территорий. Но, конечно, с нашей стороны, со стороны администрации, я вас уверяю, мы делаем максимальную работу проводим. Вот вы спросили, какие методы. Методы, конечно, можно ее опрыскивать, да, там специальными средствами, это раз. Но самое эффективное, я считаю, что на ранней стадии ее просто-напросто... Она безопасна. Когда начинают некоторые родители говорят: мой ребенок пусть не дотрагивается. Скажите, это же безопасно. Для аллергика это опасно, даже если сок попадает на руки. То человек, на ранней когда стадии. Нету пыльцы, аллергик может участвовать вот в мероприятиях. Когда нет пыльцы, но только в перчатках и длинных рукавах. Согласен. Перчатки мы все предоставляем. Все необходимое для этого мы предоставляем до цветения. Безопасно? Да. Безопасно. Вот мы это и доводили всегда. Спасибо вот медицинскому колледжу. Студенты активно с руководителем медицинского колледжа Темуразом Дмитриевичем, значит, всегда на встрече идет, выходят студенты и вручную ее вырывают. Огромное спасибо. И таких много у нас на самом деле, которые понимают проблематику. И хотелось бы, чтобы нас услышали и не как нас обсуждали, а там где что сделали. Вот буквально, далеко не будем заходить, вот буквально вчера где-то в 4 вечера информация поступила где-то в одном месте, но мы все не можем углядеть тоже везде, да, там информация поступила где-то буквально, участок небольшой, через 15 минут там уже не было, понимаете? Вот реально администрация все возможное делает, где мы успеваем. Но, опять повторюсь, на тех территориях, куда мы недоступны, мы, конечно, ничего не можем сделать абсолютно.
Вот, Руслан Сергеевич, частичное мнение общества, что амброзию косить начинают именно в августе. А вот когда принимаются за работу? Нет, у нас, я же как сказал, покосы вообще начинаются во дворах до майских праздников. Тогда вот побелка стволов деревьев, тогда первые покосы. И мы, в принципе, придерживаемся определенной технологии. То есть мы не именно высматриваем, что это амброзия, либо нет. То есть сама трава как таковая. И где-то, ну, в зависимости от дождей, бывают сезоны, когда надо и 2 раза в месяц, и 3 раза в месяц покосить. А бывает, когда можно, ну, в 1,5 месяца 1 раз. Просто смотрим за состоянием травяного покрова и выкашиваем именно вот, ну, в той территории, которая в нашей юрисдикции, которая нам поручена собственниками помещений. Тут действительно сложность в том, что много территорий за пределами многоквартирных домов. И бремя содержания там лежит на собственнике, том, который владеет этим. Если есть какое-то ведомство, подразделение и властям, проще с ними общаться. А когда вот бесхозное, либо собственника сложно найти, вот там сложность. А так как мы знаем, что технология распространения амброзии такова, что она может за 5-10 километров переноситься. То есть очаг может быть в одном месте, а реакция у жителей, даже все покошено. Вот у нас на территории, говорят, вот все равно чувствует человек. Но это может откуда-то приходить. Особенно вот у нас, мы знаем, да, что каждый вечер с 17 до 19 теплый ветер с гор, фен, и оттуда вот приносит. И там где-то много бесхозных участков. Ну, туда надо внимание уделять. Но там есть конкретный собственник. И это не управляющая компания, и не жители многоквартирных домов. И получается, что несмотря на системный покос, вот эти семена, они опять, за счет них произрастает опять амброзия. Там нужна технология комбинированный покос, конечно, и химическая обработка, и биологическая. Раньше вот выращивали совку для обработки, но были какие-то подряды, какие-то средства выделялись с определенным службам. Сейчас все самостоятельно. Анжела Казбековна, у нас остается совсем немного эфирного времени. Прошу вас, давайте коротко о рекомендациях. Как правильно действовать жителям в сезон цветения амброзии? Да, это очень важные рекомендации. Они действительно могут значимо улучшить качество жизни. Например? Например, такая элементарная вещь, как стирка постельного белья и сушка дома, а не на улице, потому что все об этом не думают. Повесили белье, и на нее садится пыльца, они ложатся, и снова эти симптомы. Пришел домой, обязательно в душ, поменять на домашнюю чистую одежду, промыть нос физиологическим раствором, смыть механически себя пыльцу. Девушкам рекомендую собирать волосы в дульку или в косу, для того, чтобы не собирать пыльцу. Или же мыть ежедневно волосы. Некоторые пациенты могут испытывать симптомы аллергии, употребляя перекрестные продукты амброзии. Это арбуз, дыня, подсолнечник. И если нет реакции, то можно спокойно есть эти продукты. Но если вы испытываете зуд во рту или неприятные ощущения, то лучше, конечно, исключить эти продукты из рациона. Но самое главное, не заниматься самолечением, потому что это коварная пыльца. Она вызывает очень часто астму и осложнения. Поэтому иногда они просто идут в аптеку и рекомендуют какие-то спреи, таблетки. Они как-то переживают этот период, а некоторые занимаются страшным делом. Есть такой, я его называю волшебный укол. Это гормон, который высвобождается целый месяц и вызывает остеопорозы, изменения на уровне гормонов, ожирение и так далее. И я бы не рекомендовала этого делать. Лучше обратиться к врачу. Спасибо большое за беседу, за информирование населения, что очень важно. Будем стараться следить и участвовать в устранении амброзии. Спасибо большое за беседу. Диана. А нам остается сказать, что в 21:00 коллеги из информационного отдела продолжат эфир телеканала с сводкой самых актуальных новостей. Кроме того, в 22:00 в эфир выйдет новый выпуск программы «Кадры», где молодежная редакция Осетии Ростон уже собрала новые материалы, чтобы предоставить их вам. Не пропустите. И, как всегда, оставайтесь с нами. До новых встреч.